Фонда телевидения Адыгеи представляет. Недаром еще в древности Кавказ считали дорогой народов, а Адыгею – жемчужиной Северного Кавказа. Благодатный климат, красота горных хребтов и удивительная сила целебных источников манит сюда тысячи туристов со всех уголков мира. Приглашаем в Адыгею. Майкоп, столица Адыгеи. В переводе с адыгейского «устье Яблоневой реки». Не случайно с древних времен здесь проходили торговые караванные пути, включая и знаменитый Шелковый путь. Майкоп по праву считается одним из центров туризма на Северном Кавказе. Но знаменит не только своими уникальными маршрутами, проходящими по горным тропам к Черному морю. Представители всех регионов России приезжают в санатории и профилактории Адыгеи, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье в предгорьях Кавказа. С давних времен адыги использовали удивительные свойства минеральных вод в долине реки Белой, помогающих при лечении различных острых и хронических заболеваний. Поэтому самая популярная процедура у пациентов – подводный массаж в ванне с минеральной водой. Благоприятный климат высокогорья, обилие разнотравья, кристально чистый горный воздух способствует быстрому восстановлению здоровья. А мед, собранный пчелами с цветов альпийских лугов, обладает значительными целебными свойствами. Привлекает река Белая туристов-водников не только своими красотами. Каждый жаждет испытать себя, преодолев стремительные потоки и бурные пороги своенравной реки. Здесь можно увидеть любителей острых ощущений, прибывших из различных стран мира. Богат растительный и животный мир горных районов Адыгеи. Что может быть романтичнее отдыха верхом на лошадях? Любителей конных путешествий ждет Турбаза Романтика, которая находится у подножия горы Физиабга на территории бывшего Свято-Михайловско-Афонского монастыря. У поселка Хаджох находится неповторимый памятник природы. Это каньон Хаджохская теснина, называемый в народе Шумок. Много веков трудилась река Белая, чтобы пробить в известняковых породах скального хребта узкий проход глубиной до 50 метров от поверхности воды.
Отвесные склоны каньона стали излюбленным местом тренировки скалолазов-профессионалов. Лесная сказка открывается взору каждого, пожелавшего провести несколько дней в горах Адыгеи. Подышать прозрачным горным воздухом, отведать холодной, хрустально чистой воды горных источников. Незабываема прогулка по ущелью Руфабга к живописнейшим водопадам. В защищенном от ветра ущелье прижились тис, другие представители растительного мира третичного периода. Разноцветие мхов и лишайников на камнях поражает любое воображение. Неожиданно открывается вид на водопад Девичья коса, низвергающийся с высоты 12 метров. У всех 10 водопадов, находящихся в ущелье, можно собрать хорошую коллекцию минералов и горных пород. Из ценных минералов умельцы хаджовского завода «Русские самоцветы» изготавливают различные сувениры, настоящее произведение искусства. Несомненный интерес представляет большая Азижская пещера, своими фантастическими декорациями, сравнимая лишь с волшебной сказкой. Карстовая пещера, общая длина которой 635 метров, оборудована как экскурсионный объект. Сталактиты и сталагмиты, стремящиеся друг к другу сотни тысяч лет, поражают вошедшего сюда своей красотой и разнообразием форм. Находясь среди вечности, забываешь о течении времени. Турбаза Лаганаки – излюбленное место отдыха людей. Отсюда начинают они свои походы летом, занимаются катанием на лыжах зимой. Снег выпадает рано и лежит белой толщей до апрельского солнца. Рельеф снежных склонов весьма разнообразен, что дает возможность заниматься лыжным спортом людям любого возраста, любой степени подготовки. Отвесные скалы, огромные осыпи, ледники и трещины, пенящиеся потоки воды, снежные склоны – все привлекает своей необычностью Фишташтеновского горного массива. Пожалуй, даже красоты швейцарских Альп не сравнятся с прелестью этого дивного уголка. И грустно расставаться с этим чудесным горным краем, который становится как бы неотъемлемой частью вашего сердца. Авторы фильма Борис Бабков и Игорь Губарев. Звукооператоры Аслан Кайтуков и Георгий Астахов. Консультант Алексей Носков, Юрий Бархович и Аза Тихонова. Текст читал Виктор Серебрянский. Авторы фильма благодарят контрольно-спасательный центр Адыгеи и Майкопский авиаотряд за оказанную помощь при создании фильма. Фильм снят по заказу Майкопского акционерного общества малых предприятий «Картон Тара», студии АТФ-1, Фонда телевидения Адыгеи на технической базе Северо-Осетинского телерадиоцентра.